Цифровая трансформация не только необходимость и временная мода. Это неизбежность в современных реалиях. Участники круглого стола уверены, что нужно уходить от бумажных носителей при документообороте. IT-технологии и искусственный интеллект занимают все больше места в обществе. И все общественные организации, будь то всероссийского, регионального значения, со временем перейдут на цифровой формат. Нам важно, чтобы наши региональные организации, отделения всероссийских организаций были впереди, были в числе лидеров. Нам повезло, что у нас в регионе есть такие команды IT, которые могут нам с этим помочь. Надеюсь, это мероприятие и их работа позволит нашему региону стать лидером в этом направлении. Цифровизация деятельности НКО помогает не только идти в ногу со временем, но и дает возможность увеличить охват целевой аудитории. Через интернет то или иное мероприятие могут увидеть миллионы людей, а общение в формате видеоконференции стирает границы. Спикеры и студенты не обязательно должны находиться в одном месте. Стать ближе можно при наличии гаджета и выхода во всемирную паутину. Реализация таких проектов, такого направления, которое помогает не просто реализовать проект, а правильно их осветить и за счет освещения масштабируют данный проект с охватом большее количество молодежи, которые не просто это увидят и скажут: о, круто, но они скажут: да, мы вот так хотим научиться, кому можно пойти, и они будут понимать, что есть органы, ведомства, общественные организации, которые готовы в этом направлении их обучать. Далее на круглом столе презентовали один IT-проект. Платформа для некоммерческих организаций позволяет разрабатывать и конвертировать проектные заявки на грантовые конкурсы. Она должна помочь создавать сайты в очень простой форме. Новости, анонс акций, реклама. На платформе можно регистрировать любые мероприятия, а также желающих принять в них участие. Ну, это нужно в первую очередь для цифровой трансформации, для того, чтобы некоммерческие организации легко появились в интернете, могли не покидать этот интернет, как часто случается, чтобы они не нуждались в новых сотрудниках, которые там знакомы с различными движками для ведения сайтов и так далее. То есть это очень упрощенные формы для ведения там новостей, мероприятий и проектов. Кроме этого, мы планируем внедрить искусственный интеллект для того, чтобы сотрудники НКО могли с легкостью разрабатывать идеи, обсуждать их, улучшать количество и качество грантовых заявок. Хотим помочь им в этом. Круглый стол организован Ассоциацией некоммерческих организаций при поддержке Министерства молодежной политики и туризма. Все, что делает, в принципе, некоммерческие организации, век цифровых технологий, невольно нужно как-то изменять. И не все к этому готовы. И есть платформы, которые, в принципе, могут это сделать за тебя. То есть подогнать всю твою деятельность и цифровизировать ее. Также и для органов власти, как модерирование и реализации проектов, эта платформа тоже легче для того, чтобы смотреть на единой платформе, что, да, как, кто делает. После участники круглого стола подкрепили слово делом. Ассоциация некоммерческих организаций с Министерством молодежной политики и туризма подписали соглашение. Стороны договорились о сотрудничестве в новом для республики направлении. Муслим Ганиев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.